Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что блок готовит новые санкции против так называемого теневого флота России после того, как в Балтийском море был поврежден подводный электрокабель Истлинг-2 между Финляндией и Эстонией. Каллас сообщила, что ЕС усиливает меры по защите подводных кабелей. В совместном заявлении Еврокомиссии и Верховного представителя по иностранным делам говорится, что российский теневой флот угрожает безопасности и окружающей среде, а также финансирует военный бюджет России. В четверг финские власти в рамках расследования задержали нефтяной танкер под флагом островов Кука, который заподозрили в обрыве электрокабеля и в принадлежности к теневому флоту РФ. Meidän tärkein tehtävämme on nyt sen lisäksi, että poliisi tekee tutkintaa asiasta, on löytää tehokkaat keinot, lisää keinoja tämän varjolaivaston pysäyttämiseen. Varjolaivasto on laivasto, joka huolehtii, pumppaa Venäjän sotakassaa, jotta se pystyy jatkamaan sotaansa Ukrainassa, Ukrainan kansaa vastaan, ja se on saatava pysäyttää. В пятницу Эстония направила патрульный корабль для охраны кабеля Эстлинг-1. Генсек НАТО Марк Рюте заявил, что Альянс готов предложить Эстонии и Финляндии дополнительную поддержку. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину и введения санкций против РФ в Балтийском море участились подобные инциденты. Повторяющиеся повреждения инфраструктуры свидетельствуют о системной угрозе, заявил президент Эстонии Алар Карис. Правительство Эстонии планирует улучшить защиту критической инфраструктуры.